Неожиданно для всех ученики 11 классов в этом году во всем мире оказались поколением пандемии коронавируса, а также онлайн-уроков. Учащиеся первой Тхорчалской школы искренне надеются, что у них не будет виртуального последнего звонка и выпускного вечера. Одним из самых сложных и ответственных шагов в жизни каждого выпускника является выбор профессии. Одни уже сейчас определились, какой специальности будут учиться дальше, но многим еще предстоит сделать этот выбор. Выпускница Милада Берзеня, несмотря на то, что и в ее планы пандемия коронавируса внесла свои коррективы, упорно занималась дома. Она в числе тех, кто уже определился со своей будущей профессией. Я поступаю на исторический, хочу стать историком. Я, наверное, с самого детства увлекалась этим, мне очень нравилось. Именно по истории я звонила своей учительнице, узнавала, что надо выучить. А также мы проводили видеоуроки, но как такового нормально не получалось провести, потому что не все присоединялись, не у всех есть телефоны. Как известно, с 22 февраля в Абхазии отменяются несколько антиковидных ограничений. К ним относятся и школы. С этого дня к учебе приступили и старшеклассники. Временно исполняющий обязанности премьер-министра республики Владимир Делба и министр просвещения и языковой политики Инна Алгаблия проинспектировали несколько общеобразовательных и дошкольных учебных заведений Тхорчала, в том числе и первую школу. Здесь соблюдаются все санитарные нормы, однако есть проблемы. Они связаны с электричеством. Напряжение слабое. Российский переток, а потом наш абхазский. И тогда уже есть отопление, то есть прогревается до утра. Да. Но сейчас у нас занимаются ребята. Я надеюсь, у нас уже отрегулируют это тоже. Мы сегодня уже... Не, у нас не холодно в школе. Да. Ну, я полагаю, что за этим вообще пристально надо следить. Вообще, как явление должно исчезнуть, что в школах нет света. Это вообще не обсуждается. Тхорчалская первая школа малокомплектная. Здесь учатся около 185 человек. Параллельных классов нет. Согласно предписаниям СЭС, в классах не больше 20 детей, и сидят они шахматообразно. И все же министр просвещения и языковой политики Инна Алгаблия рекомендовал разделить один из классов на две группы. У нас уже в Сухуме есть случаи, которые первую неделю, к сожалению, заболели и пошли на самоизоляцию. А у вас детей очень много. Здесь 20 человек это максимум. Если возможно их разделить, насколько это возможно? На две группы. Можно, почему нет? Справитесь вы с двумя группами? Директор школы что считает? До 20 детей. Вот этот Остальные один класс, вот 1, 6 и 8. Здесь 20 человек, да? Вот здесь, да, нет. Сегодня нет. 19 по факту, 19, да. Да, вот это единственные два класса. Понятно. Остальные все мы можем даже... А большая вместимость класса у вас Может, есть? можно подыскать аудиторию? У нас все одинаковые аудитории, Одинаковые, к да. сожалению, да. Хорошо, рассмотрите тогда, посмотрим. как это сделать вот именно с большими классами. Потому что нагрузка вирусная самая большая здесь. Как выяснилось, в школе не хватает парт. Этот вопрос будет решен в ближайшее время, заверил руководство школы Инна Алгаблия. У нас есть, сделайте заявку, мы вам пришлем. Сделайте ее. Сколько вам нужно парт? Надо посмотреть. Посмотрите, да. Да, через управление образования, Всё, пожалуйста. я уже доведу до Я Не затягивайте. напомню, Соломон, дело в том, что уже сформирована заявка Министерства просвещения и языковой политики по приобретению рециркуляторов. Вот. Я так полагаю, что совсем быстро удастся это приобрести, потом уже по потребностям, Да, по школам обязательно, да, и здесь тоже необходимо будет. Вот. Бережем друг друга, вот потерпеть надо, перетерпеть, даже не столько потерпеть, перетерпеть какое-то время, потом, думаем, меняться все будет к лучшему еще быстрее. Педагогический коллектив Тхорчалской первой средней школы предложил министру просвещения и языковой политики перейти с 6-дневки на 5-дневную систему обучения. Пока 6, пока дней. Мы посмотрим за ситуацией, потому что все-таки, да, по цифрам, может быть, мы будем успевать, а на самом деле, может, и не успеем. И плюс разгрузить можно сами дни, делать не 6 уроков, а 5 или 4. Это тоже снизит риски заболеваемости педагогов. Поэтому пока у нас 6-дневный режим работы, соответственно, идем по этому плану. А в дальнейшем мы, конечно, сможем рассмотреть вопрос о сокращении учебного времени до 5 дней. Пока 6. И плюс мы пропустили больше, чем месяц. Правильно? Мы с середины октября второй раз сели на карантин, а еще мы с прошлого года в марте карантин
да, у нас был. Поэтому этот период, который мы вам добавили, июнь месяц, будет недостаточно, чтобы нагнать и прошлый год, и этот год. Поэтому 6-й день вам в помощь, наоборот. Понятно, что тяжело. Да, понятно, что тяжело, но надо этот год как-то вот завершить, вытерпеть, да, чтобы мы качество образования не снизили. Что? Это вы должны внутри решить с управлением На образования. эту неделю посмотрим. Основные предметы, которые, например, будут экзаменационные, да? Да, например, да. Здесь проблема еще возникает, мы должны доплачивать учителям, которые выходят на 6-й день. То есть сегодня мы одну неделю посмотрим, но мы же об этом обсуждали. Если вы будете успевать о том, что дети будут вкладываться в программу, значит мы обговорим еще, вернемся к этой теме. Пищеблок здесь не работает. Владимир Делба и Инна Алгаблия предложили руководству школы готовить еду в буфете и приносить ее детям в классы, чтобы не было скопления. А в 4-й школе города учатся 202 учащихся. В этом году школу заканчивают 11 учеников. Алан Скверия – один из них. Дистанционно обучались, это было неудобно, честно скажем. Я буду поступать на исторический, естественно, в нашей стране. Но еще пока не определился, возможно, ГУ, может еще где-то, подумаю еще. Инспекция посетила класс Алана Скверия и пообщалась с выпускниками и педагогами. Нам мебель школьная в достатке. У нас Да, библиотека? Библиотека есть, да. Но, конечно, русского издания, нам учебник Хватает, да? абхазского издания мы все имеем, но русского издания есть такие предметы, которые Да. мы лично покупаем. Это биология, это химия, это математика, приходится нам Вот это мы всё. сейчас в первой школе тоже общались, Да. попросили еще раз заявку повторить по учебникам. У нас есть там Да. около 5000 штук, которые мы сейчас раздаем по школам. Очень хорошо. Вот. И, Наименование просто авторов нам дайте. конечно, дадим, безусловно. Заглянули и в детский сад Джамхох. Здесь 54 ребенка. Их разделили на 3 группы. Во время съемки был обеденный час, и все дети спали. В садике уютно и тепло. Все санитарные нормы соблюдены. Пожелание одно – побольше детских развивающих игрушек. Здесь случай тот, когда друг друга поддержим. Обязательно надо сберечь прежде всего здоровье воспитателей, да, взрослого поколения, и одновременно, конечно, заниматься детишками. Это очень важно сейчас. Сотрудники все прошли медосмотр, все сдали тесты, у всех отрицательные, все справочки у нас имеются. Каждое утро, как везде, ничего нового не скажу, принимаем, замеряем температуру, следим. В течение дня тоже медсестра ходит и у детишек замеряет несколько раз температуру, потому что до сна, после сна и когда приходят, мы это все под контролем держим. Члены правительства также посетили центральный Ткорчалский рынок, который строился за счет республиканского бюджета. На стройку было выделено более 9 миллионов рублей. На сегодняшний день строительные работы здесь приостановлены. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.